Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем после матча пресс-конференцию, в которой принимает участие главный тренер игравших сегодня команд. Химик Светлогорск Сергей Николаевич Трушевский, ветеринар Бобруйск Владимир Алексеевич Кольмах. По традиции, Сергей Николаевич, вам первому слово, пожалуйста, по игре сегодня. Ну, что хочу по игре сказать. Сегодня, в принципе, будем так говорить, и результат дал. И плюс хочу сказать, что наши ребята справились просто в такой, знали соперника игру, будь в силовой манере, то есть играть дома на атаку, больше такая, ну, постарался попросить ребята более компактно, более грамотно сыграть в обороне, то, что они сегодня и сделали, поэтому я благодарен им за именно этим. Но то, что они реализовали впереди, это уже исполнительское мастерство наших футболистов. Большое спасибо. Владимир Алексеевич, теперь вам слово, пожалуйста. Ну, расстраивает то, что вторую игру подряд мы не забиваем, хотя голевые моменты есть, и мы понимали, что соперник будет играть вторым номером от обороны. Наверное, как всегда получается, все, кто играл за Бобруйск, они начинают реализовывать себя в других командах. Вот там 3 убойных момента Лебедев вытащил просто, особенно на стандартах. А проблемы были также, Химик создавал, особенно в контру, пока были силенки. Я сейчас в раздевалке сказал ребятам, если мы будем вот так душой играть самоотверженно, как Химик, тогда у нас пойдет результат. А на классе, на каком-то, пока... Вы знаете, фаворит Белшинов всем объявил, поэтому каждая команда будет играть строго от обороны. Им не надо бежать, забивать. Поэтому у нас где-то получалось, где-то нет. Но есть просто вопросы к некоторым молодым футболистам, которые, я так думаю, они больше любуются собой, чем собираются играть в футбол. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, теперь ваши вопросы, пожалуйста. Владимир Алексеевич, три матча, больше 3 матчей уже команда не забивает. Какие чувства, какие мысли по этому поводу? Ну, давайте так, анализируем, прорабатываем. Вы даже сегодня видели, у нас пошли слишком много замен было на атаку. Но, опять же, даешь шанс молодому, он выходит и на ровном месте, вот понимаете, наш мяч, а он еще умудряется заработать фол в нашу сторону на подборе. Поэтому мы ищем, и мы усиливали атаку, как вы видели. И вышел и Шакуров, и вышел Водянович, и вышел Водянович, и вышел Прокопенко, все на атаку. Нам это надо, но опять же, как сказал коллега, у нас тоже мастерство не выше футболиста выше лиги. Поэтому оно и подводит. Хотя эпизоды были, которые надо вот за счет мастерства можно было реализовать. Спасибо. Еще вопрос? В этом матче не было даже заявки Бубнова и Градобоева. Что с ними? Вот это кадровая проблема. У нас лимитчик, он получил травму на тренировке, выбыл минимум на 2 недели. Градобоев позавчера у него поднялась большая температура была. Поэтому, как могу сказать, как бы их не хватало, потому что те лимитчики, которые вышли, они не оправдали надежды. Так, не сказать, что они провалили, но хотелось бы лучше. Наверное, придет время, когда они усилят игру, но хотелось бы быстрее. Спасибо. Еще вопросы? Вопрос больше нет? Спасибо. Спасибо. Все, спасибо, до свидания. До свидания. Сергей.